В стране могут остаться без работы до 6 миллионов человек, но эти цифры не учитывают оставшихся без заработка трудовых мигрантов. Мигранты из Таджикистана смотрят в будущее со страхом. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие новые преграды появились перед мигрантами из Таджикистана. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех событиях. Как давно у вас закрыли стройку? Когда карантин начал, закрыл. И как вы выживаете здесь? Надолго. Трудовые мигранты, пережившие пандемию в России, смогли восстановить свою занятость на 80%, считает президент Федерации мигрантов России Вадим Каженов. По данным российских властей, во время пандемии работы лишились около 40% трудовых мигрантов. Без работы и денег. Их нет, чтобы оплатить жилье и купить продукты. Есть проблемы на рынках, деятельность которых нормализовалась в лучшем случае наполовину, в ресторанах и кафе. А такси, например, уже вернулось к докризисным показателям, отмечает Каженов. В нашу федерацию обращаются работодатели, которым нужны сотрудники. Сейчас у нас больше 7 тысяч открытых вакансий. При этом обычно около 1500, говорит он. Причем это не значит, что ничего нет. Границы по сути закрыты. Все, кто был в стране в марте, все здесь же и остались. Но, например, многие мигранты, обосновавшиеся в крупных городах, привыкли к своим относительно высоким зарплатам и не горят желанием ехать на сельскохозяйственные работы куда-нибудь под Волгоград. Вопреки распространенным представлениям, мигрант за низкую зарплату работать не будет. У него расходов больше, чем у местных жителей. Надо и билеты туда-обратно отработать, и трудовой патент. Расходов много, как минимум на 10 тысяч рублей в месяц больше, чем у россиян, подчеркивает Каженов. Поэтому они все ищут хороший оклад или сдельную оплату, например, в том же такси. Как вы относитесь к возможному восстановлению миграционного потока? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. После того, как было предусмотрено продление документов на пребывание в России и на работу, у мигрантов остались две главные проблемы, объясняет Каженов. Во-первых, очень многие из них хотят вернуться домой. Они соскучились по родным, накопились какие-то дела. Но границы закрыты, и никуда поехать они не могут. При этом в их странах примерно такое же число людей хочет рвануть в Россию на заработки. Во-вторых, мигранты страдают от неплатежей. По оценке Вадима Каженова, за минувшие 10 лет число случаев, когда трудовым мигрантам не платили за их работу, стабильно сокращалось. Эти ситуации стали редкими исключениями. Сейчас же число обращений с жалобами на нечистоплотных работодателей резко возросло. Впрочем, от вала неплатежей страдает вся экономика. Мигранты же могли оказаться самыми пострадавшимися из-за того, что среди них в целом больше неофициально трудоустроенных. Но представители обеих стран надеются на скорейшее восстановление миграционного потока и нормализацию жизни мигрантов. Ведь Россия делает все, чтобы как можно быстрее мигранты стали прибывать в страну. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.